Бзера Шимас хатырскох телехопшца, а эфираджа усора ясныцойт пресс-центр. Студия жит сосны дахтоп апсны аккурорткой от туризма ирзы, ахюнткарат эйлака аханпею автандил гардские. Здравствуйте! Мы возобновляем работу нашего пресс-центра. И каждую неделю будем проводить пресс-конференции с участием интересных для вас людей. Среди них действующие чиновники, политические, общественные и культурные деятели страны. Добрый день, коллеги! Сегодня у нас в студии председатель Государственного комитета по курортам и туризму Автандил Гардский. Пожалуй, начнем. Летний курортный сезон 2019 года подошел к своему завершению. Перед началом осени были озвучены предварительные итоги. Сейчас вы готовы уже говорить об окончательных цифрах. И, пожалуйста, расскажите, насколько был удачным бархатный сезон. Курортный сезон в этом году был хорошим в количественном плане. Все больше и больше вопросов мы получаем и о количестве, и о качестве. Но вот это все надо отдельно рассматривать. В количественном плане мы в этом году будем иметь, наверное, больше, чем в прошлом году. Хотя и прошлый год считается хорошим. Были хорошие показатели. Прежде всего на это влияет, как вы знаете, погодные факторы. В этом году до сих пор, наверное, многие могут сказать о том, что не помнят такую осень, хорошие погоды, которые повлияли на количественные показатели. За исключением 2 недель, которые были в августе месяце, тогда был небольшой спад. Я могу сказать о том, что по предварительным данным у нас в этом году будет около 1 550 000 туристов, которые приехали в Абхазию и с целью отдыха, и на однодневные экскурсии. На сезон тоже немножко дополните об да, этом. Естественно, бархатный сезон был великолепным в этом году. И вот те моменты, которые у нас были летом, погодные условия 2 недели подряд, они восполнились, они были почти во всех районах, я имею в виду хорошая посещаемость. И я думаю, что даст Бог, и следующий год у нас будет тоже хорошим. Очень влияет, это самый главный фактор. Ну, конечно, влияют на туризм и другие факторы, которые вам известны, прежде всего, и политические, и экономические. И вообще я хочу сказать о том, что если мы хотим, чтобы к нам ехали люди в качественном плане, прежде всего это люди более среднего, выше среднего достатка, то вот в стране не должно быть шумно. Очень много меняется к лучшему. Я бы хотел, недавно мы провели тур с турагентами из разных регионов России. И поблагодарить тех, кто занимался уборкой территории, вернее трассы от Псового, это Цандрыпш, Гагра, Гудаута. Это очень важный показатель. Почему? Потому что первое, на что они обращают внимание, это убранность улиц, трассы, насколько чисто. Это очень важные моменты. И еще один важный показатель, который в этом году, о котором в этом году мы не можем не сказать. Как вы знаете, к нам очень много приезжает туристов, автолюбителей, то есть на личном транспорте. И максимально в этом году можно констатировать факт, что все контакты ГАИ с автолюбителями были сведены к нулю, ну и за исключением там нескольких случаев, которые бывают. В общем, а так я, наверное, вам расскажу еще о других цифрах, которые принято говорить. Значит, это такие показатели, как Рицинское направление, 391, я округлю, 391 тысяча к 394, который был в прошлом году. Вы видите небольшое отклонение, 3000.
И в деньгах это 127,5 тысячи на 130,5. Вот то небольшое отклонение, которое я вам говорил, был очень сильный спад как раз-таки в самый пик сезона. То же самое небольшое абсолютно отклонение по пещере, 274 против 280. И здесь показатели более выше, чем рублевые, денежные, потому что цена билета выше. 136 миллионов против 139. Можно добавлю я здесь? Я хочу добавить, вот многие говорят, вот на Рицинском направлении где-то около 400 тысяч, а вы говорите о том, что на 500 000 побывали у нас с целью туризма. Я хочу сказать о том, что многие экскурсии, которые в Абхазию, там есть, допустим, Сухум, город Сухум, Пицунда без пещеры, допустим, или даже Афон, Сухум без пещеры. То есть в этом направлении работают экскурсии, которые не посещают ни Рицу, ни Афонскую пещеру. И почему-то всем кажется, что все, кто едут на экскурсии, они обязательно посещают, значит, и Рицинское направление, и те объекты, которые есть у нас в Новом Афоне. Скажите, все-таки, какие были наиболее популярные направления в этом году? Действительно ли Восточная Абхазия набирает популярность? Вот начну с Восточной Абхазии. Действительно набирает популярность. Это так. То же самое я вам могу рассказать о том, какие у нас новые маршруты появились. И год от года все больше и больше набирает Восточная Абхазия. И это город Варчал, Акармарские водопады, большие водопады. Наверное, многие из вас ездили, смотрели, фотографировались. Там же появился санаторий, который славится радоновыми источниками. Ну, говорить о том, что на этом направлении работает много агентов, работников туристической сферы, пока нельзя, потому что очень важный момент – это транспортная логистика. Есть такое еще понятие, как усталость туристов. Люди в основном у нас едут с границы, с Российской Федерацией на экскурсии. Это далеко. Вот с появлением, я думаю, что аэропорта, с началом работы аэропорта, со временем работа ведется уже. То же самое железная дорога заработает. Я думаю, эти направления станут такими же, как и западное направление. Вы видите, как много работников транспорта работает на этой стороне. То же самое будет и в восточной части. Мы восточную часть во время проверок, значит, на предмет экскурсионных путевок мы работаем и вот на этих постах, на Мачарском посту, вот Мирхеульское направление. Очень много экскурсий у нас на Кынскую водолечебницу. Востребована очень пещера в Атап. Один из особых видов туризма – это религиозный туризм, который идет отдельной строкой. Точно так же об этом я хотел бы подчеркнуть. Едут для того, чтобы посмотреть те памятники в Восточной Абхазии, памятники историко-культурного наследия, то есть памятники христианства, которые есть, это Моква, Бедийский и так далее, и так далее. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте микрофон. Автонил Зификович, уточнение. Вы говорили, что более 1 миллиона посетили нашу страну. Пожалуйста, временной промежуток уточните, по какой месяц вы имели в виду, или за весь 2019 год? Да, я вам скажу, у нас появились и санатории тоже. Вот за последние несколько лет их немного, около 4. Почему я говорю около? Есть действительно санаторного типа, то есть лечебного, медицинского. На туристическом языке это называется восстановительный вид туризма. Есть объекты, большинство объектов у нас работает только в летний курортный сезон, потом они закрываются.
То, о чем я сейчас говорю, имеется в виду за год. В продолжение предыдущего вопроса, а нельзя назвать вот именно эти 4 санатория, ну, Самшитовая роща, я знаю, и какие еще? Сегодня можно с уверенностью говорить о санаторных объектах. Это Амра Парк Отель, Амра Интернешнл, новый объект, и Самшитовая роща. И еще вопрос. Как в вашем коллективе восприняли понижение статуса с министерства на госкомитет? И это сузит ваши возможности или все, в общем-то, останется по-прежнему в работе? Я не знаю, вы были на пресс-конференции, которую давал премьер-министр по этому поводу? Вот. Я скажу вам так. Ну, существуют еще такие понятия, как иерархия, субординация. Мы тоже кому-то подчиняемся, которым виднее, как выстраивается работа туристской отрасли. И разницу я вам скажу. По функционалу разницы нету никакой. Но есть один момент. Один момент, что министр мог единолично решать многие-многие вопросы. А комитет, естественно, государственный комитет, это более такой коллегиальный орган. И у нас перед нами стоят такие задачи, будут стоять такие задачи, как изменение нормативных документов. В частности, это закон о туризме, его надо менять. И еще один очень важный момент, где понадобится коллегиальность, это классификация объектов средств размещения. Ну, другими словами, это когда дают звездность объектам размещения. Автандил Зейфикович, скажите, уже есть бронь на каникулы новогодние? Вообще, сколько туристов ожидается на это время? Вот смотрите, я держу на 2 страницах количество объектов, которые будут принимать в этом году туристов на новогодние каникулы. Буквально несколько лет назад их было на пальцах одной руки. Я скажу почему. Потому что, сами понимаете, в зимний период бывает выключает свет. Значит, еще и другой момент, что это очень большие расходы. Очень большие расходы. То есть в этом участвуют в основном более компактные, такие более технологически оборудованные гостиницы и объекты, у которых есть в случае каких-то аварийных ситуаций возможность подключить свет. И вот я вам говорил о том, что на пальцах одной руки, вот только Гагра, посмотрите, по Абхазии до 50 объектов, которые могут принимать. Это уже большой прогресс, значит, в зимний период, в зимние каникулы новогодние, которые вот в ближайшее время будут проходить у нас, через месяц где-то уже. Я думаю, что многие уже готовят новогоднюю программу. Это будет, и я вам скажу, что по прошлым годам от 20 до 30 тысяч туристов прибывало в Абхазию. Многие, конечно, скажут, что этого мало по сравнению с летним периодом, но я скажу вот о чем. У нас небольшие города. При наличии 1000 человек в каком-либо из городов, это очень влияет на рынок, то есть на доходы населения. Это когда мы можем сказать о том, что они будут посещать экскурсии, ездить по всей Абхазии и заработают те рынки, которые у нас есть, не только на экскурсионных маршрутах. Хотелось бы спросить, вот есть ли у вас такие данные, как возрастные показатели людей, которые к нам приезжают? Это это средний возраст, это молодежь или... Да, конечно, есть. Мы ежегодно проводим соцопрос. Ну, в основном в самых больших таких центрах. Для нас это Гагра, Пицунда. И
не только этот вопрос мы выносим. Я вам скажу, что Абхазию ежегодно посещают, у нас есть эти данные, до 65% одних и тех же туристов. Это, то есть те туристы, которые полюбили нашу страну. Вот. И средний возраст, это средний возраст, как вам сказать, семейный, от 30 до 40 лет. И в основном к нам, как вы знаете, едут люди в этот, еще и в каникулярный летний период с детьми. Вот это те показатели, которые мы ежегодно смотрим. Вот говоря о бархатном сезоне, вы сказали, что чем в прошлом году, в этом году все-таки он был лучше. А вот показатели есть? Бархатный сезон, в показателях я вам могу сказать, значит, больше где-то на 20%, я могу сказать так. Спасибо. Давайте поговорим о сервисе. Скажите, какие-то шаги по улучшению сервиса в этом году были предприняты? Что-то изменилось в целом в Абхазии в этом направлении? Когда мы говорим о сервисе, мы должны понимать, что кто. Это что за категория людей? Это прежде всего средний и младший обслуживающий персонал, которые все хотят сервиса, но, естественно, соответственно, должны им платить. Для этого нужны и проходить образовательные форумы. Мы заложили это эти образовательные форумы в этом году и будем работать в этом направлении. Это очень сложный момент. Вот я в этом году побывал почти на 6 форумах и обратил внимание на то, что эти форумы, все, я имею в виду на площадках российских, на выставках, туристических форумах, и я обратил внимание на то, что все больше и больше внимания уделяется знаниям, то есть образовательным направлениям, потому что без образования, без знания в той или иной сфере, мы сейчас говорим о туристической сфере, мы не сдвинемся с места. Тут я хотела бы еще вопрос об экскурсоводах задать. Сегодня эта профессия многих людей привлекает, они думают, что, скорее всего, это просто, денежно, но на самом деле это очень ответственная профессия и специальность. Вы как-то отслеживаете вот их работу, в частности, и частных фирм, я имею в виду? Действительно, мы этим занимаемся серьезно. Почему? Потому что это те люди, которые будут говорить о нашей истории, то есть говорить истину, как она есть на самом деле. Вот. Но там есть еще другой момент. То есть мы обучаем их всему. То, как себя вести в тех или иных ситуациях. Потому что к нам приезжают люди, это живые люди, и кто-то из них может приболеть, как действовать в этой ситуации. Кому-то нужна какая-то помощь. Сегодня не каждый знает о том, что не каждый сегодня знает, как набрать номер телефона по мобильной связи, скорую помощь или же милицию. Мы всему этому обучаем. Иногда приходится пресекать таких людей, которые не соответствуют своим специальностям. Безусловно, но таких мало. Очень мало тех, кто, как говорится, в черном списке. Кстати говоря, у нас в этом году очень много работы было проведено на наших сайтах, большие изменения. Вот, и у нас есть реестры экскурсоводов пофамильно, с фотографиями, с категориями. У нас есть реестры наших объектов размещения, гостиниц и так далее. Последнее, что мы сейчас делаем, новый фото-видео банк, даже вот не ведется. А национальный туристический портал, насколько я помню, тоже был открыт. Какова его судьба? Вы о нем сейчас? Конечно, я как раз об этом Да. и говорю. Я сейчас все объединяю. Национальный туристический портал, который работает и все больше и больше пополняется информация. Это, то есть, почему я не акцентирую на этом внимание, потому что это атрибут, это обязательное условие, то, что должно быть у нас. И
само собой разумеющееся. Какие основные пробелы выявил сезон 2019 в туристической сфере? Чуть конкретики, вот, где нам нужно поработать? Пробелы есть, и пробелов немало. Мы, государство и власть, для того, чтобы эти проблемы, мы призваны для того, чтобы их решать. У нас есть, значит, план мероприятий по подготовке к летним курортным сезонам. Там все расписано. Кто что должен делать, какое ведомство должно делать, какие мероприятия. И мы, конечно, год от года говорим об этом, но вот очень сложно эти проблемы почему-то решать. В основном это связано вот с такими моментами. Например, слышали, наверное, о том, у нас записано, что использование диких птиц и животных в коммерческих целях запрещено, но тем не менее это существует почти во всех экскурсионных объектах. И год от года, значит, мы не можем решить эту проблему. И мы вот решили, что вот в будущем сезоне, почему говорю решили, у нас очень хорошие взаимоотношения с МВД. Мы взаимодействуем, значит, не только с МВД, это и МЧС, мы всегда вместе решаем проблемы, и Министерство здравоохранения. Вот. У нас проблемы есть в объектах общественного питания. Вот. И все это у нас расписано, все это можно посмотреть. По этим направлениям надо обязательно вести работу, и мы уже, как говорится, такой выявили алгоритм действий, в котором мы будем сами участвовать. Я хочу, чтобы услышали участники турбизнеса о том, что мы действительно будем работать в этом направлении. К нам приезжают турагенты на рекламные туры. Вы не видите, как себя ведут с ними наши сотрудники туристического ведомства. Ну, буквально носят их на руках. Абсолютно по всей Абхазии. Это существует программа специальная, что говорить, как говорить, куда повезти. Потом, значит, мы делаем застолья, которые они с удовольствием посещают. И тоже вот эти моменты общения очень важны. Турист табу, дотрагиваться ни словом, ни руками, ничем нельзя. Только после того, как мы все это поймем, я думаю, что эта сфера, главная сфера, от которой зарабатывают все остальные отрасли, она станет рангом выше. И мы поднимемся в этом смысле на качественном уровне. Вы можете сказать, почему там против них не работает или не противодействует правоохранительная система. Но здесь очень много переплетено. Вы знаете о том, что у нас немало рынков на экскурсионных объектах, где работают наши же с вами люди, женщины, наши матери, которые точно так же иногда ведут себя неподобающе. Ну, скажем так, если это мужчина, ты еще можешь подойти там, надеть ему на руки наручники. А вот если взрослая женщина оскорбляет туриста, как быть тогда? Вот такие моменты. Я вам напомню еще один случай, который был, и вы увидите, какие на этом примере какие подвижки происходят. Вы помните начало сезона, когда на Рицинском ущелье такой объект есть, как каньон, происходили события, связанные с этим шотландцем в юбке. Это было сделано, понятно, преднамеренно, специально. Это были провокационные действия, потому что в этот момент все это снималось на камеру, и не успел закончиться этот инцидент, кнопка была нажата и отправлено это все туда, куда надо, то есть там, где было это проплачено. Но я хочу вот о чем сказать.
Вы можете посмотреть еще раз, когда происходил этот конфликт, вот-вот должна была завязаться драка, кто вмешался в него? Наши же люди, взрослые, пожилые женщины, мужчины, которые не дали побить, скажем, вот этого провокатора, если можно так его назвать. То есть люди все больше и больше понимают, что турист лицо неприкосновенное, ни про каких обстоятельствах. Ну как можно, скажем, оскорбить человека, который подошел, у тебя не купил там чай или мед? Один оскорбленный турист – это минус 100 туристов. Скажите, Мы вот, должны это понимать. я, извиняюсь, перебила. А серьезных каких-то правонарушений в этом году не было выявлено, правда, с участием туристов так? Нет, Были? в этом году не было серьезных нарушений с участием туристов. Ну, я вам хочу сказать, что вот нынешняя работа МВД и министра, возможно, есть какие-то, конечно, и где-то вот такие по мелким нарушениям. Вот что касается серьезных дел, серьезных правонарушений, то работа ведется очень целенаправленно и пресекаются все возможные варианты. Как строится наша работа? Мы сделали так. Прямые контакты. То есть нам, в наше туристическое ведомство, имеют право звонить все. То есть я имею в виду туристов. Это написано на сайте. У нас есть телефон горячей линии. И мои телефоны есть у туроператоров, турагентов, у моих заместителей, начальников отдела. Как только я узнал об этом, естественно, звонок пошел в Министерство внутренних дел, и это все заработало. Естественно, мы знаем, кто это такие. Если вы хотите, я вам, значит, вот потом покажу это, у меня, по-моему, сохранилось. А какие-то меры вообще юридические могут быть предприняты против этих людей? Вот хороший вопрос, о котором я хотел сказать, и вы мне напомнили. Что бы я хотел сказать участникам турбизнеса, всем нашим гражданам? Такие случаи будут всегда. Это связано прежде всего с тем, что туризм – это конкурентная отрасль. То есть у нас, чтобы вы знали, очень много конкуренции, очень много конкурентов. И кому-то не нравится, что к нам едут люди. Это будет продолжаться, и мы должны быть к этому готовы. Что делать? Просто набрать номер телефона милиции. То есть во всех этих инцидентах должны принимать участие это МВД. Никакого рукоприкладства, никаких разборок, никаких, я не знаю, еще каких-то действий мы не должны предпринимать. Потому что вы знаете, к чему это может привести. Они как раз это делают для того, чтобы произошел инцидент. Они как раз хотят показать... Повод для дезинформации. Совершенно верно. Они как раз хотят показать, что вот, дескать, здесь живут люди, скажем, вне закона, бескультурные и так далее, и так далее. Есть еще вопросы? Да. И возвращаясь к цифрам, хотелось бы знать, прошедшие президентские выборы и политические волнения в стране, они как-то повлияли на посещаемость, на вообще были ли отказы от путевок, от бронирования, раскрытия? Конечно, это все очень влияет. Мы, понимаете, год от года говорим о цифрах, мы говорим о количественных показателях. Я сегодня говорил о том, что мы должны больше думать о качественных показателях. Естественно, это очень сильно влияет, и политика, и все остальное. То есть должно быть меньше шума. К нам приехали люди. Какого уровня? Мы должны задаваться целью. Это средний уровень, ниже средний уровень.
Или же мы должны говорить и понимать, мы же говорим об этом, что это люди не богатые, они не платежеспособные и так далее, и так далее. Но даже если эти люди не будут приезжать, каждый из них оставляет минимум 10 тысяч рублей в Абхазии. А если мы хотим большего, лучшего, то есть качества, то к нам будут приезжать уже более богатые люди. Но для этого нужно себя соответственно вести. То есть, другими словами, мы должны стать лучше. И это лучше должно начаться на границе Псов и заканчиваться вот на другой границе. Скажите, вот завершающий вопрос еще хочу задать. Итоги сейчас уже подведены летнего сезона. Скажите, какие задачи перед специалистами ведомства вы поставите в ближайшее время? Что вы будете делать? Какая работа? Безусловно. Кроме плановой работы. Да, конечно, мы строим свою работу на тех целях и задачах, которые стоят перед ведомством. И вообще главная наша цель — это продвижение национального туристического продукта на туристическом рынке. И этот рынок не только российский, мы должны это понимать. Мы должны участвовать на всевозможных форумах, на выставках. Мы должны проводить массу мероприятий. Мы должны проводить обязательно рекламные информационные туры. Мы должны обязательно, вот в этом году я понял, что большой успех от пресс-туров, когда участвуют, мы приглашаем журналистов из регионов России. То есть работы непочатый край, и если кто-то из вас заинтересуется посмотреть, что мы делаем, можете прийти, посмотреть, и хотя бы вот на наших ресурсах, какая работа проводится. Я думаю, что у вас будет такая возможность. Спасибо большое, Автандил Зейфикович. Спасибо, коллеги. Я напоминаю, у нас в студии был председатель Государственного комитета по курортам и туризму Автандил Гарцкий. Абзераз я его хайкшира аханза.